Так, ну что, пациент у нас Ipsum. Какой это год? 2000 год. Рестайл. Проблемы с мотором. Вернее, с мотором проблем нету, но аппетит у мотора очень хороший. Пускает синий дымок, как отрыжку. Значит, короче, что надо сделать? Надо поменять маслосъемные колпачки, сальники клапанов и колечки. Ну, хозяин машины сказал, надо колечки поменять. Что, поменяем. Вот так вот. Ну что, начинаем разборку. Снимаем аккумулятор, сливаем тосол, убираем все лишнее. Короче, потихонечку начинаем работать. Сняли, значит, аккумуляторную батарею, верхнюю часть с воздушным фильтром, пайп, соединяющий впускной коллектор с воздушным фильтром. Ну, отцепили все провода свечные, открепили, сняли, вернее, заслонку, соответственно, сняли вот эту вот площадку для крепления тросиков на заслонке, сняли крепление генератора, генератор удалили, подключали газовое оборудование, вот с ним вся морока и произошла. Все подписывать, все смотреть надо. Ну, отцепил все фишки. Значит, следом что сейчас буду делать? Сниму клапанную крышку. Ну вот, кстати, да, первые потери, когда отцеплял вот этот вот патрубок, вот этот вот. В общем, он у меня немножко, как бы это показать-то, повредился. Слил тосол на этой машине вообще офигенский. Сейчас покажу. Короче говоря, установлен краник на сливную пробку с блока. Установлен такой краник и заглушечка. Вот она как раз сейчас чуть-чуть мокрая пробочка. Открутил эту пробочку, накрутил на нее шланг, открыл кран и весь тосол слил. И ни капли не пролил. Ну вот единственное, что вот эта пробочка получается, она довольно-таки мокренькая. Пробочка, вот патрубок резиновый. И все это одето на сливную пробку. Изобретение вообще просто огонь. Судя со слов хозяина машины, я его знаю, он ездит уже не первый год, то есть вся эта система работает, и он успешно этим пользуется. Я заценил это изобретение. Кто это сделал, вот тому человеку респект и реально уважуха. Надо будет удалить выхлопную трубу. Тут два болта, получается, она на двух болтах держится. Снимаем лыжу. Два болта здесь, два болта вот здесь, да, два или три? Три, по-моему, там, по-моему, под заглушкой, кажется, тоже еще один болтик. Откручиваем поддон. Снизу у нас работа на этом заканчивается. Ну, еще придется открутить пластиковую защиту двигателя. Я снимаю, откручиваю поддон, ну и откручиваю шатуны. Поднимаю поршни вверх, меняю кольца и все ставлю назад. То есть, по сути, как бы здесь особо ничего такого умного и сложного нету. Патрубки, по которым идет газ. Вот я подписал А, Б, вот там А, Б, здесь С, Д. Соответственно, на форсунках, на газовых, то же самое. Сделал подпись и всю рампу форсуночную снял. Вот, короче говоря, большинство времени занимает вот эта вот все подготовка именно к этому ремонту. Сам ремонт особо времени много не займет. Вот, короче, сняли переднюю подушку. Почти целая. Владимирович говорит, что она почти целая. Короче говоря, уже новая подушка. Все вот монтируется на лыжу. Цена вопроса сколько? 1150, да? А дешевле? Да. Да еще бонусы, еще подарки в магазине. Да. Такая же устанавливается на, что там, на 4А, на 7А, на 5Е, по-моему, да? На все Ашные, Ешные, да, на Эсные. все, короче говоря, они одинаковые. Задняя, кстати, тоже такая же. За исключением, ну, естественно, модели, которые выдовые, там, они уже там другие подушки. Так, вот снизу, короче говоря, открутил. Здесь защитный кожух стоял, вот в этом месте. Тут получается сколько? Раз, два, три, четыре болта, которые с этой стороны. Так, как камеру держать? Вот так. С этой стороны вставляются. Один сверху, вот здесь у него крепление. И шпилька с той стороны. Плюс еще крепление, соединяющее корпус двигателя, блок с головкой. Да, короче, вот сняли поддон. Ну, снялся хорошо, нормально. В принципе, там я смотрю, вот как бы остатки масла есть, среди них нету никаких этих самых. О, стоп, ну-ка, верни-ка. Это кто плавает? А это кусок герметика плавает.
То есть металла, стружки в принципе нету. В принципе все аккуратненько. Ну, масло черное, но черное, что поделаешь. Как бы остатки герметика, не знаю, кто его тут такие нафигачил. Маслоприемник чистый, вот одна какая-то красненькая волосинка есть. И в принципе все. То есть мотор более-менее хорошее состояние. Да, конечно, присутствует что-то вроде нагара, но это от масел, потому что этот мотор работал. Он же у тебя на равиноле не работал, да? Нет. Он у тебя все время более-менее средние масла, так скажем, да? Да. Подешевле. Ну, как бы, зато за 20 лет, или сколько ему там, 20, 25, нет, 2000 год, 21 год. 21 год, ну вот смотрите. Все это в очень прям, для 21 года это очень хорошее состояние. Откручивать шатуны. Тут 12-гранная головка идет. А что еще хотел сказать? Вот трубу в сторону подвинул. Там вот тросик есть, и видно, не видно на камеру. Снизу мы все сделали. Ну, а вот эту защиту еще только снять останется, и маслоприемник. И можно спокойно ковыряться с шатунами, с поршнями. Так, ну что, сейчас у нас в планах снять клапанную крышку. Посмотрим, что там. Верхнюю часть крышки ремня ГРМ снимем. Нижняя нам пока вообще не нужна. Дальше скинем ремень. Ну и там, как говорится, по обстоятельствам. Да, колечки, скорее всего, здесь залегшие и маслосъемные поджарились. Крепление выхлопной трубы, которое вот такое вот, короче говоря, вот старое. Оно вроде как живое сначала казалось. Но тут вот такой вот нюансик. Ну, если что, у меня будет видео доказательства. Чего? Ковыряние. Так делать нельзя. Но мне можно. В таком состоянии у нас клапанная крышка. Прямо вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Клапанная крышка, в принципе, тоже состояние, как бы, не сказать, что прям критичное какое-то. Нет, это вот масло. То есть солидола нету. Там внутри тоже масло, грязное масло и все. То есть никакого солидола нет. Есть небольшие отложения, ну как без них никак не обойдешься. В общем, сейчас подготавливаем головку к снятию, откручиваем распредвалы, снимаем их. При снятии валов существует свой порядок снятия. Болты на 10, в принципе, обычная процедура. Снимаем валы, снимаем вот эту вот жестянку, потому что она мешать будет, и отцепить проводку на форсунке. Ну, тут кое-где вакуумные шланчики еще нужно снять, пометить их, чтобы ничего не перепутать. В принципе, все созданы все условия для того, чтобы снять головку блока цилиндров. Нужно открутить патрубок системы охлаждения, открутить именно от головки, потому что иначе нам придется откручивать, ну если снимать вот этот патрубок и не откручивать выходной, то надо будет еще много, короче, чего отцеплять, много соплей, а так мы в одном месте отцепим, и в принципе все эти шланги останутся на месте. То есть здесь мы опускаем натяжитель, у нас ремень прослабляется, и мы его спокойно скидываем с шестерни распределительного вала. Нам надо ослабить натяжной ролик. Я сделаю это, просуну проволочку, сниму пружину. Ну вот, сняли пружину. В принципе, ничего сложного такого. Он у нас не отведется, так как нужно его открутить. Там нужен ключик на 14 накидок. Берем, накидываем ключ и откручиваем натяжной ролик, ослабляем буквально там один оборот, чтобы он ослаб. Соответственно, ремень можно взять и скинуть. Все, отводим ремень в сторону, дабы он нам
помешал. Так, нам надо установить распредвалы по меткам. Короче говоря, поставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку, как вот все делается для установки ремня ГРМ. Здесь, значит, на валу шестигранник есть, ключ на 24. А третий у меня воздействует так, что он толкает сейчас, не вышел еще в лежачее положение, поэтому нужно еще чуть-чуть прокрутить. Сейчас. Он болтается, сейчас мы его... О, вот он снялся. Шкив вытаскиваем. Вот, значит, таким образом, вот так вот этот шкив стоял. Вот таким архаичным инструментом заклинил его и открутил. В принципе, все просто. Надо только вот найти такой архаичный инструмент. Сейчас снимем вот эту вот крышку. 2 болта я открутил, там еще третий есть. Удалил натяжной ролик. Тоже так же держится на одном болту. Вот пружину я показывал, как снять. Потом открутил, опять же, болтик на 14 и снял натяжной ролик. В общем, с этой стороны у нас практически все готово. Сейчас снимем вот эту вот заднюю крышку. И пока что на этом все. Снимаем болтик. Вот он. 2 мы уже открутили. И все. И задняя крышка ремня ГРМ у нас сходит, открывая доступ практически ко всему. Вот это есть установочный штифт. И его нам нужно установить на 80 градусов назад от верхней мертвой точки. То есть, если вот это вот приблизительно верхняя мертвая точка, нам надо прокрутить его назад на 80 градусов. Так указано в книге. Вот, кстати, есть инструкция, книжка, то есть это картинки из книжки. Вот он, этот установочный штифт. Вот от верхней мертвой точки на 80 градусов, то есть почти на 90 градусов. То есть он у нас должен назад прокрутиться. И в этом положении кулачки первого и третьего цилиндра должны быть в таком вот положении. Ну вот я повернул распредвал таким образом, что установочная метка в 80 градусах от верхней мертвой точки. Кулачки третьего цилиндра смотрят вперед, кулачки первого цилиндра смотрят назад. И переходим к деинсталляции распредвала. Перед снятием нужно закрутить болт, закрепив вспомогательную шестерню с основной. Это можно сделать болтом. Шаг резьбы 1, диаметр резьбы 6, длина болта 16-20 мм. Взял я его с крышки ГРМ. Вот он идеально туда подходит. Здесь есть отверстие, вставляем болтик и закручиваем. Вот это вот дело все сюда вот я закручиваю. Вот удалил я распредвалы. Вот так выглядит головка блока цилиндров без распредвалов. А вот распредвалы. Все. Разбираем дальше. Нужна вот такая вот головочка 12-гранная. Откручивать головку, освобождать все остальное и уже снимать. Вот она шатается. Все такое хрупкое, скажу я вам. Так, как это так получилось? Так, это раз. Аккуратненько беремся, и она у нас должна выйти, и она вышла, мы ее победили. Ну как вам тут сказать, вот так вот рассухарил и засухарил я 3 клапана первых впускных. Клапанишки тут находятся вот в таком вот состоянии. Нагару прям море. В общем, как-то надо его удалять. Так вот сжали пружинку. Берем
магнитик. Один сухарик. И второй сухарик. Разжимаем. Тут придерживаем этот инструмент, чтобы он стенок стакана толкателя не касался. Сняли. Вынимаем. Вынули. Ну все, вот снимаем пружину. Клапан опять поджаренный. Так, это у нас 5-й по счету. Вынимаем клапан. Ну, он вообще тут болтается. Вот опять же клапан в таком состоянии. Здесь тоже все в нагаре. Ну вот опять вот такая же хренотень. Пока не разворотишь его, он не снимается. В общем, вот сейчас вот установил новенький, сейчас капелька масла. Чистый клапан туда заряжаю. Так, вставляем. Аккуратненько. Тут у нас маслом все смазано. Клапан вставили. Пружину с тарелочкой. Ставим на свое посадочное место. Берем специнструмент, который, как называется, все поставили. Закручиваем. Затягиваем. Сжали клапан, вернее сжали пружину. Теперь берем сухарики. И как-то вот аккуратненько. Тут у меня пинцет куда-то запропастился. Вставляем сухарики. Так, вот вроде оба встали. Да. Все красивенько. И клапан у нас засухарился. Снимаем специнструмент. Аккуратненько. Вынимаем его. Все, клапан готов. Переходим к следующему. Вот в такую беду окунул. Вот так вот все это выглядит. Вот. Ну вот так вот получилось, короче, за ночь очистить. В общем, нагар тут конкретный. Вот так вот. Так, ну вот, подготовил немножко поршень. Почистил его. Почистил канавки. Установил новые маслосъемные кольца. Компрессионные. Первое, второе. Все у нас стало как надо. Сейчас будем заправлять в оправку и внедрять в мотор. Смазываем чуток стенки цилиндра. Значит, собрали колечки, поршень. Где она? Вот она. Поставили, короче, вкладыш. Помазали маслом. Короче говоря, вот этим вот отливом в сторону ГРМ. И заряжаем шатун с поршнем. Вставляем. Вставляем. Вставили. И таким постукиванием слегонца. Опс. Так. Загоняем поршенек туда, куда он должен поставиться. Чуть-чуть опускаем его еще вниз. И все, в принципе, он у нас как родной на месте с новыми колечками. Так, не знаю, конечно, как это все видно будет, но, в общем, берем наш поршень, шатун, вернее. Где он? Вот он. И на себя его
Плавненько опускаем. Все, он оделся. Одели вкладыш, помазали. Ну вот тем же самым отливом в сторону ГРМа. И все это дело наживляем. Далее берем динамометрический ключ и затягиваем в первый этап. Все это до величины 25 ньютонометров. Головка здесь идет на 12. Звездочка 12-гранная. Тянуть надо равномерно. Есть. Есть. Все, 25 ньютонометров. После этого динамометрический ключ нам больше не нужен. Кладем его аккуратненько в стороночку. И нам надо гайку повернуть на 90 градусов. Ну тут в принципе ничего сложного не должно возникнуть. И протягиваем на 90 градусов. Вот так вот. Так, это значит где-то вон там. Вот так вот. Все. Шатун у нас готов. Ну, естественно, не забываем никогда проверять, как крутится. Крутится свободно. Момент съема, потому что мне уже следующий поршень. Значит, тут тоже ничего сложного нету совершенно. Берем и откручиваем. Гаечки каждую на свое место кладем. Давай, выходи. Какой-то кусочек грязи. Ну что поделаешь, такие у нас дороги. Так, поднимаем его. Берем и снимаем вкладыш, поршень, шатун. И выталкиваем его вверх. Выходит он хорошо очень. Так вот, вот, все до характерного звука. Все, он вниз не падает, кольца вышли. Вот вверху у нас вот такая вот картина. Вот он вылез. Сейчас берем его, отмачиваем, чистим и заряжаем кольцами. Короче говоря, мы собрали шатунно-поршневую группу. Зарядили все 4 поршня, почистили их, собрали все, затянули. Снизу поставили маслоприемник. Не знаю, видно, не видно. Короче, маслоприемник, эту защиту, не знаю, как там. В общем, все сделали, кроме поддона. Снизу у нас все готово. А остается у нас, значит, голова. С головой что у нас на данный момент? Головка заряжена, клапана заряжены. Маслосъемные колпачки поменены. В общем, сейчас еще раз все протереть. И поставить башку на блок. Ну, положить прокладку, поставить башку и будем притягивать все это дело. Так, установили головку блока цилиндров. Ну, естественно, положили сначала прокладочку, установили головку. Пришлось повозиться, пока здесь все, как сказать, все провода отодвинуть, чтобы ничего не мешало. В общем, на ипсуме без снятия жабо можно обойтись. Не совсем удобно, но тем не менее можно. Вот у нас болты головочные. Смазываем чуток резьбы туда вот на торец и под шляпку. Так все 10 болтов. Там установлена шайба под болт. Закручивается все это вот такой вот. 12, видно, не видно, 12-гранная головочка. Затягивается от центра. Закручиваем первый болт, второй болт. Дальше закручиваем третий болт. Наискосок от него падаем четвертый. Затем пятый, шестой.
то есть от центра к краям. Дальше идет у нас по схеме 7, наискосок 8, 9 и, соответственно, 10. Момент затяжки. 40, по мануалу идет 49 ньютонометров. После этого идет поворот на 90 градусов, то есть затянутый болт, ставим ключик и поворачиваем его на 90 градусов. Первый болтик у нас, вот он, динамометрический ключ выставлен на 49 ньютонометров. Есть. Второй болтик. Есть. Третий болтик. Есть. Четвертый болтик. Где ты? Есть. Пятый болтик. Есть. Шестой. Есть. Вот таким макаром затянули 10 болтов. Сейчас ждем какое-то время и протягиваем их каждый на 90 градусов обычным воротком. Так, значит, на этом автомобиле у нас случилась такая неприятность, в принципе, из-за чего вот этот весь ремонт и был затеян. Вот идет масса, она крепится на болтик на 10 со стороны впускного коллектора снизу. То есть вот этот вот жгутик, он уходит вот здесь вот между трубопроводов и туда вот вместе с датчиком, как он правильно называется, с детонационным датчиком. Вот он, фишка детонационного датчика, где подцепляется, рядом с ним вот такой вот болтик. Одна часть, вот, то есть тут два провода, отломилась вот этого крепления. И из-за этого вышел из строя один вентилятор. Короче говоря, он не включался вовремя. Почему двигатель ловил перегревы? Ну и, соответственно, вот из-за чего весь ремонт нужно было поменять. Там маслосъемные колпачки только. Вот сейчас вот надо как-то все это дело. Новой у меня такой детальки нету, обжимки нету, поэтому тут, скорее всего, будем по колхозному поступим. Оголим их и примотаем к целому креплению. Длина провода не нарушится. В общем, сейчас будем колхозить. Да, конечно, понимаю, что решение не айс, но другого у меня пока нету. Так, устанавливаем еще толкатели. Каждый на свое место, откуда снимали, туда и ставим. Берем вал и укладываем его таким образом, аккуратненько, чтобы толкатели третьего цилиндра смотрели на меня. Вот у нас вот этот болтик, он сверху образуется. Берем крышку номер 3, ее мы будем притягивать первую. Помазываем ее маслицем, болты у нас смазанные. Шейка, по-моему, называется распредвала. Вот мы ее помазали. Крышка. На ней есть стрелочка направления к ГРМу. Е3 написано, то есть это выпускной коллектор, третья крышечка. Ставим ее на свое место и закручиваем болтики. Болтики надо промазать, не забыть. Вот. Дальше укладываем остальные крышки. Начинается всегда по мануалу именно с третьей крышки. Затем укладываем все остальные крышки и тоже также наживляем. Затягиваем два болта третьей крышки с усилием 19 ньютонометров. Так, затем затягиваем, судя по мануалу, вторую, четвертую и четвертую. Ключик у нас выставлен. Есть. Ну и также, соответственно, первую и пятую затягиваем. Укладываем вал. Вот он так у нас здесь приблизительно лежит. Значит, здесь у нас имеются метки. Так, вот одна, вот рядом с этой белой точкой, она как бы кернышком ударенная. И вторая, две меточки есть. Есть еще третья, двойная, но на нее пока не смотрим. На этом валу у нас есть тоже метки. И тоже две. Так, вот они.
их нам надо совместить. То есть мы берем, вот это, конечно, плохо, и совмещаем эти метки. Можно это сделать вот так вот, скажем. Вот они, получается, вот этот зуб. Сейчас я возьмусь покрепче. Вот здесь метка на зубу, вот на этом, она приходит как раз вот в эту вот, к этой метке. Берем и, не смещая шестерен, укладываем вал на свое законное место. Надо провернуть вал. Здесь на валу есть шестигранная, как это, срез шестигранный под ключ на 24. Надо этот болтик приблизительно вот сюда вот повернуть, тогда этот вал ляжет ровненько. В первом и третьем цилиндре он ляжет как нам надо. При этом надо придерживать вал, что вот сейчас он ляжет. Еще немножко. И вот сейчас он ложится именно как нам надо. То есть первого, третьего цилиндра, они с третьего цилиндра смотрят сюда, первого, соответственно, туда. Во, все, вот он сам прямо нашел свое место. И теперь остается прикрутить вал. Так, здесь мы начинаем, если считать, скажем так, вот начало, здесь крышечка стоит первая, вторая, третья. Также с третьей крышки, но на этой крышке написана цифра, видно будет, не видно будет, навряд ли видно будет, цифра 2. Все, сейчас мы все поставим и начнем затягивать, короче говоря, со второй крышки. Вот, притянули крышку номер 2. Ну, она третья по счету. После нее начинаем второй, четвертый. И вот эта вот крышка, где сальник. И пятый, соответственно. После чего, в принципе, можно установить сальничек. И одеть клапанную крышку. Еще не забыть, надо убрать вот этот вот... Ой, как он называется правильно, болтик. Ну, можно сейчас повешать, в принципе. Осталось, короче говоря, выхлопной коллектор. Сейчас он мне мешать ничему не будет. Установлена вот эта вот, не знаю, показывал или нет, задняя крышка ГРМ. Установлен натяжной ролик. Пружинка, соответственно, клапанная крышка. А здесь, значит, платформу с тросиками я тоже присоединил, но пока что наживил. Ну вот, короче, установлена уже заслонка. Сейчас ее подключим. Короче, фишки. Одну подключаем сзади, не совсем удобно, одну вот сюда вот. Оделась и защелкнулась. И вторую, соответственно. Так, в принципе, мне там... Нет, пока вторую я одевать не буду, потому что мне надо еще на топливный фильтр одеть шланг. Поставил на место, короче говоря, вот этот вот, сейчас покажу, как это назвать. Здесь, короче говоря, зажим, здесь трубопровод, вот он идет, под 90 градусов пластиковая беда на защелках. Это идет подача топлива от топливного фильтра тонкой очистки уже непосредственно на впрыск форсунком. Вот, в принципе, все. Значит, установил, ну, все защелкнул, одну, вторую, перекинул топливопровод. Он немножко неправильно стоял, там переплетение шлангов не совсем так, как мне нужно было, вернее, не совсем так, как правильно. Так, ну вот поставили, короче говоря, с трудом, кое-как, что-то он туда вообще не влазит. Правильно называется пайп, по-моему. Не знаю, короче говоря, вот этот вот воздуховод. Ну, сейчас вот это вот все поставим, сюда соединим. Крышку поставили, фильтр. И надо не забыть еще датчик объема воздуха вонзить в верхнюю часть короба воздушного фильтра. Тут ничего не хочет лезть, пока правильно не возьмешься. Вот так вот. Вот так вот поставим. Сейчас пассатижиками зажмем хомутик. И будем уже притягивать клапанную крышку. Сразу высоковольтные провода подведем. Так, ну вот, короче говоря, закрепил я все хомуты. Здесь.
Короче говоря, опять открутил, закрутил эту платформу с тросами управления заслонкой. Подключил ГБО. Это все надо сейчас еще подтягивать, натягивать хомутики. Вполне возможно, что опять придется снять эту платформу. Ее действительно надо ставить в крайний момент. Заслонку снизу подсоединил два патрубка охлаждающей жидкости, вакуумный шланг. Ну вот поставил, короче говоря, новый патрубок, потому что старый, ну просто сухарь. Помазал поддон герметиком, прокладки нету. Ну, короче, пяток минут постоит, немножко возьмется герметик и будем прикладывать и прикручивать поддон. Установил поддон. Картер. Если мне не изменяет память, 17 болтиков. Затягиваются они с усилием 5,4 ньютона-метра. Патрубка не хватает, значит здесь генератора, соответственно крепление вот этого. Фишечки поправить, крышечку одеть, ГРМ одеть. И в принципе все. Поставил я вот эту вот защиту. Тут идет, по-моему, 5 болтов, 6 болтов с торца и там одна шпилька. И здесь еще тоже болт. Заодно закрепил крепление дополнительное, которое идет, сейчас покажу, кстати. Вот это вот крепление, оно идет от впускного коллектора до нижней части блока цилиндров. Установил лыжу, то бишь продольную балку. Подушку, соответственно, новую. Еще надо двигатель чуток приподнять, закрутить ее в правильном положении. Осталось, короче говоря, крепление. Сюда вот новое прикручу. И приемную трубу. Короче, установили новое крепление на глушитель. Все подошло, нормально. Сюда одену еще дополнительно новую уплотнительную прокладку. Короче говоря, вот тут вот есть тросик. Сейчас еще подсветим, вот он. Вот его надо тоже не забудь прикрутить. Вот этот тросик и вот этот болтик, к чему надо все это дело прикрепить. Ну вот и все. Болтик прикрученный. Вот он, трубу установил, притянул болтики, все здесь очугейно, сейчас осталось подушку затянуть, и случилась неприятность, один болтик поломался. В общем, в зеркальце мы наблюдаем вот это вот отверстие, а в отверстии мы наблюдаем прорезь, метку. Совмещаем эти метки, тем самым мы располагаем распредвалы в нужном нам положении, в установочном. Здесь у нас имеются отметки на крышке корпуса. Вот 0, 5, 10 и 15. Вот. И на, вот она, на шкиву есть еще одна отметка. Вот их надо совместить с нулем. Это будет установочная метка коленчатого вала. То есть он находится, первый цилиндр сейчас у нас в верхней мертвой точке. И в этом положении нужно одеть ремень. Для того, чтобы одеть ремень, так просто вы его не натянете, нужно ослабить натяжной ролик. Ослабляется он вот этой вот гайкой, которую вы видите, и снятием вот этой вот пружины. Колечко подводите под пружину. Зацепляете, тянете наверх, и пружина у вас никуда не улетает, а остается на проволочке. Установили ремень, повернули за шкив коленчатого вала, поворачиваем, вот он шкив коленчатого вала, берем головку на 19, приставляем длинный вороток и, смотря на метки, делаем 2 оборота по 360 градусов, 2 полных оборота. И после этого смотрим метки, правильно они у нас стоят или неправильно. В этот момент натягивается ремень именно так, как нужно натяжным роликом. После чего мы можем взять его и затянуть. Крутить строго по часовой стрелке. Надо крутить его с одинаковой скоростью. При прослаблении ролик натяжной сыграет, и ремень у вас уйдет на 3 зуба. Крутить надо равномерно. Вот, в принципе, и вся хитрость. Сейчас я затягиваю ключиком на 14 ролик, натяжной ролик, и в принципе все, ремень у меня натянутый. Этой натяжки вполне хватает, не нужно за ролик браться, подтягивать его вверх, тем самым вы уйдете с меток.
А именно вот в таком положении, когда вы 2 раза прокрутили полностью коленчатый вал, как раз и происходит натяжка ремня. Верхняя крышка находится вот в таком вот печальном, плачевном состоянии. Годы ее не пожалели. Видала виды, короче говоря. Поэтому ставить ее можно, в принципе, без снятия подушки двигателя. Дело в том, что если у вас крышечка новая, то необходимо снять подушку двигателя. Если вы снимаете подушку двигателя, то крышка ГРМ ставится хорошо. Если не снимаете, то мучаетесь и доводите ее, в принципе, вот до такого состояния, в котором у нас сейчас находится крышка ГРМ. Все, ставлю крышку. Ну вот, в принципе, все закончено, за исключением только вот газового оборудования. Там надо стяжки поставить. Все поставили, реле, генератор. Так, все фишки подсоединенные у нас, генератор. Тут все подсоединено, масса подключена, вернее, плюс. Здесь разъемы на кондей тоже все подключены, на датчик коленчатого вала тоже разъем подключенный. Масса вторая подключена, здесь масса подключена, эта масса подключена. Здесь у нас все собрано. Патрубок поставили, патрубок, конечно, надо по идее бы новый. Вот, кстати, надо еще хомуты поставить. Ну, сейчас, короче говоря, определимся с маслом, какое масло сюда заливать. И после этого заменить сразу фильтр масляный. И, в принципе, все. Ну вот, все, получается, собрали. Установил сейчас щитки грязевые. Как она, защита ДВС пластиковая. Осталось так вот прикрутить дворники. Зачем я их снимал, до сих пор мне непонятно. Вот, масло залито, фильтр поменен, ремни натянуты, ГРМ выставлен, аккумулятор стоит, тосол залитый, охлаждающая жидкость, вернее, будет. Посмотрим, что тут у нас сейчас. Ух ты, как все. Что-то все, куча лампочек. А вот и запуск. Давление масла погасло. Что тут? Ручник, открытая дверь. Ну, скажу я вам, работает в принципе тихо. На удивление прямо. Дыма нету. Да, дыма нету вообще совершенно. В гараже, в принципе, запаха-то нету. Так, чуть-чуть есть. Сначала выгорал тосол по рельсу. Сейчас мотор нагрелся. Почти. Никаких испарений нету, никаких неприятных запахов. Ниоткуда ничего не течет. Все просто офигенно. Ремонт завершился очень хорошо.